Доброе утро, друзья. Ну что, очередной день, ребят, как я нахожусь в Тверской области, с Пашей в гостях, у Паши в гостях. Ну, не у Паши, естественно, по приглашению Паши, так скажем. Проснулись, позавтракали, яичница. Паша уже в 6 утра смотался за живцом, ребят, в поселок, там, деревничку, рядом который вот тут находится, не знаю, как называется. Прикупил карася немножко, плотвы вчера, потому что вечером все доставили, у нас живца вообще нет. Вчерашний улов, ребята, вот 3 штучки вот эти попались. 2,860, что-то двушка, кило 900, что-то, ну, ровно 1,5 килограмма. Вот пока у нас, ребята, результат. Вот, конечно, охота половить вот именно вот эту рыбу, но что-то зараза бастует, не попадается. Но зато щука, смотрите, сколько. Сегодня 18 января. У нас сегодня по расписанию, так скажем, по графику баня вечером запланирована. Ну и сегодня крещение, ребят. Всех с крещением. Ночь, крещенская ночь. Погода минус 10, крещенских морозов не наблюдаем. Вот. Ну, к сожалению, здесь купели нету, проруби. Покупаться не получится, но в снежок хоть поныряю. В баньке попаримся. Вот. Ну что, собираемся, сейчас затащим печку, брикеты, затопимся там. Кормились уже вторые сутки. Вчера не получилось постоять на леща, попробовать, потому что уснул, проснулся поздно. Да и в целом, как бы, не знаю, такая себе интересный момент, не знаю, по рыбалке как. Вот все интересуемся, как, что, Паша не рыбачил, леща не ловил. Я тоже никогда не наблюдал у себя на комбайне только, а так вот в целом, как бы, не знаю. Ну, говорят, что кормить нужно, все равно придет. Вот такие дела, ребят, что не знаю. А завтракаем, пьем чай. Ну и на лед. Будем пробивать сержалицы, что-то перебуривать, потому что монки подмерзать начали. Надо новые делать. Вот. Ну все, ребят, погнали. Очередной день. Поехали. На водоеме нормально, все спокойненько, ребят. Вот сегодня опять же ветер. Каждый день здесь ветер. А вон что делает. Ну и морозик. Мужички, смотрю, двое уже вон вышли. Скорее всего, лещатники, что ли, или что-то проверяют. Сейчас тоже попрем. Палаточка стоит у нас вдалеке. Ну, у нас сейчас есть буранка, ребят. Очень хорошо стало ходить. Говорю, наматываешь туда-сюда, туда-сюда, плюс там. Все равно километров 5, наверное, мотаешь в день, а то и больше, может. База, тишина на базе, никого нет. Мы вообще с Пашей вдвоем, грубо говоря. Кто-то заезжал в какой-то домик. Не знаю, но никого не видел я еще. Вот так вот. А так Паша говорит прямо вот отсюда, ребят, с базы. Леща, говорит, таскают на фидера летом. Лещ хороший попадается. Ну вот, так что как-то так. Да, конечно, переломы такие. Минус 1,0 было, потом сразу 16 утром, снегопад, потом мороз. Погода, конечно, играет, Вообще в этом году какая-то стрёмная погода. У нас то же самое. Морозы, заморозки были. Вот так, ребята, у нас виднеется наша избушка с комфортом. Вот. Ютубчик смотрим. Собираемся. Что-то котов не вижу. Коты где-то погуляли. Утром где-то кого-то прячутся. Тут у нас саночки стоят. Мангальная зона. Сосиски жарили. Сегодня тоже что-то будем готовить. Вот. Сегодня заряжаемся. Печку потащим. Вот так вот. Кайф. Красота, блин. У меня отпуск, короче, ребят. Я вообще кайфую.
Отдыхаю. Просто отдыхаю. Берем, пьем. Берем. Так, да? Что ты такой? А, ты так типа, да, хочешь? Ну, а почему нет? Ну да, почему бы нет? Отверстие-то на 8, видишь? Ага. Слушай, сегодня, конечно, вообще жесть погода. Да, там стоял один день вот такой вот ветреный. Ага. Вот маночку пробили. Пожалуйста. Ну, погода сегодня. Жесть просто. Охренеть. Так, друзья, ну что, сработок нету, ни одной. Раздолбили майну, запустили живца, поставили печурку. За бортом ужас вообще. Такой ветер, ребята, страшное дело. Минус 10 с ветром, блин, вообще. Палатки хорошо. Пашка пошел на базу, забыли аккумулятор от шуруповерта, потому что будем вот эти жерлицы, ребята, перемещать. Я закормился, сижу, смотрю на поплавок. В общем, тишина. Немножко тестирую холод, ребят, который привез. Интересная вещь, кстати. Немножко тут откалибровали его, немножко посмотрели. Там 3 режима. Сейчас покажу, в общем. Тестирую, ребята, и холод новый. Ну, видели, я показывал, сумочка есть. Это кто вот по хищнику, конечно, занимается. Тема интересна. Вот так поплавочек нацепил. Ну, в общем, вот так отпускаешь воночку его. Под нами 4,4 метра. Настроечки тут делаю. Чувствительность под мормышку, допустим, или там под ратлин. Ну, уже разную делаешь. Вот. Видно прикормку хорошо. 3, получается, 3 подсветки. Темная, белая и вот такая цветная. Шкала глубин. Не знаю, тут что-то такое интересное, ребят. Из лунки прям вот так вода ходит. Знаете, как на перволетку сидишь, вот получается. И она прям шевелится так. Что-то интересно, конечно. Прям глубина прям меняется. Интересно. Ну, допустим, мотылька сейчас сыпану, ребята. Будем разбираться, в общем. Но вещь прикольная, интересная, мне нравится. Видели рыбу с Пашкой, когда сидели, сейчас смотрели. Такая рыбина здоровая проплыла. Ну, видать, то ли судак, то ли щука. Такие дела, ребятки. А с Пашку дождемся и будем переставлять, работать. Не знаю. Нет леща, ребят. Второй день кормим, как бы, на точке никого нету. К сожалению. Ну, тут вот местные, вот они вот выше сидят. Палатки прям стоят. Все-таки, видать, есть разница. Там они рыбачат, а здесь вот никто, сюда никто не идет. Ну да ладно, что, так, ради эксперимента нужно было попробовать. Вон, глубина прыгает, это еще что-то непонятно. Ладно.
Пашки печка новенькая, прожигаем. Он уже вот так обгорело. Ну, за бортом, конечно, ужас, апокалипсис целый. В общем, вещь интересная, ребят. Интересно наблюдать так, смотреть. Так что такой девайсик у меня будет сейчас на вооружении. Понятно, часто я им пользоваться не буду, но вот как минимум в палатку там где-нибудь что-то вот такое сидеть. Или вот, если получится у нас весной поехать на север, вот именно подходы рыбы смотреть, то там, мне кажется, его не понадобится, потому что там рыбалка-то от бога. А так вот, как минимум, глубина, что-то такое интересно. За бортом, ребята, апокалипсис, просто ужас. Что творится. Как-нибудь переставим. Палатку все-таки, печка стоит, замерз, зашел, погрелся. Пашка сейчас термос принесет, чай будем пить. Сегодня баня у нас, крещение, ребят. Ну, к сожалению, только проруби нету. Ближайшие 50 километров вообще. Ну, ехать тоже далеко. Хотя Паша говорит, если надо, отвезу. Я говорю, да нет, что, туда-сюда будем сотку мотаться. Вот так вот, ребятки, как-то. Сегодня сработок нету. Ну, видно, погода дурная. Соответственно, рыбка тоже капризничает. Но какой день, ребята, не ходили, все с вечера, все попадалось. Как-то тоже вот выходит она к вечеру вот кормится. Ну, щука, блин. 2 трешки у нас получается. Паша говорит, сколько раз сюда ездил, говорит, ну, в основном судак все ловится, а тут ты приехал и щука. Короче, щуку привез, ребят. 2 судачка у нас получается. Но щука хорошая. Для глухозимья рыбалка отличная. Да я так, ребят, так сказать, прокатился отдохнуть. Дома, да, у себя двигаюсь там, трудовые рыбалки. А здесь, что мы выставились, и вот потом 2 раза в день ходим, проверяемся, а потом что, дома кушаем, балдеем, комфортно, тепло. Красота, ребят. Такая комфортная рыбалочка, конечно, кайфовая, я бы сказал. До этого ездил в избу, ребята, в сырущей избе с мышами ночевал, а здесь, вон, видите, как балдею. Для себя тоже, ребят, надо что-то новенького. Вот так. Да, не показывают рыбу, ребят, вообще. Прикормка сыпется, вот это на дне прикормка, ну, активности никакой нет. Ну, мы одну рыбу тут здоровую видели, прошел кто-то рядышком. Ладно, что, сейчас Паша придет, жерлицы перебросим, переставим. В большей степени на них, конечно, рыбалка-то. Это так чисто, баловство. Ну, решили попробовать. Надо заниматься просто, что. Понятно, кормить надо сидеть ночь. Вот у нас ответственный, который за базой. Ну вот, он тоже рыбачит. Я вот хожу, говорит, там день-два кормил. Бывает, говорит, вообще не поклевки. Потом, говорит, приходишь и вот поклюет. Так что, не знаю, может, не угадали с места, потому что все вот палатки там все стоят. Здесь нет палаток. Местные все-таки я не знаю, где лучше-то. 4,5 метра под нами, не знаю, может, как бы особые что-то. Дно ровное. Ну ладно, что, как говорится. Рыбалка, она есть рыбалка. Надо заниматься, надо чем-то одним заниматься. Я вот так говорю. Просто думали, будем ходить. Ну, сидеть, я имею в виду. Что-то первый день просидели, сколько, часа 3, наверное, просидели. Нифига. Вчера просто закормили. Вот сегодня днем, не знаю, вечером сегодня у нас баня. Что, после бани тоже не пойдешь, заболеешь нафиг. Завтра вот попробуем, может, посидеть, потому что погода завтра вроде налаживается. Вот, была оттепель, снег, метель. Резко мороз 16 градусов. И сегодня вот морозик небольшой. Ну, ужас, что творится за бортом. Вот такие дела. Смотрите, ребят, что творится. У-ху-ху. Даже базу не видно. Жесть. Охренеть.
Да, без палатки бы здесь вообще, ребят, пропали. Ох. О, жесть, ребята. Лишь бы выдержала, блин, у нас. Палаточка-то наша. Флажок, друзья. Не знаю, или от ветра, или поклевка. Выхолод-то я видел какой-то зверюгу тут. Прошел. Вообще жесть. Вот эта локация конкретно, ребят, судаковая. В том углу вот щуку нашли. Вчера туда и добавили жерлиц. Те, которые у нас дежурные были. Вымотка полная, ребят. Фух, ветрище. Страшное дело. Подмерзли лунки-то. Ну давай, судачок, а? Порадуй. Опа. Что, есть вроде кто-то, ребят? Ага. Есть. Даже вроде неплохой. Идет как бревном. Паша говорил, судак таки идет. Не могу затащить, ребят. Завести лунку не могу. Не, щука, блин. Зараза, а. Как вы надоели. Душка, наверное, ребят. Думал судак, блин, а. Не могу, ребят, я по судаку распечататься. Заглотил. Хорошая, блин. Щука-то. Вон на такую сорогу попалась. Крупную. Вот дневная щучка. Блин, я из зевники ничего не взял. Ну ладно. Хорошо. Чуть не смело, ребята. Офигеть, погода. Жесть просто. Бедная палатка, смотрите, как дуга здесь, в эту сторону ветер как раз бьет. Аж палатку надуло все. Хорошая, больше 2, наверное, килограмм, ребят. Блин, щука-то крупная, хорошая попадается. Вот днем сейчас хапнула. Так что вот, блин, зашел. Пока дошел, руки охренели, блин. Ладно. Сейчас Паша придет. Будем работать. Не знаю, как получится, конечно, ребят, но в такую погоду. Ой, страшное дело, блин. Непогода, ребят, но ничего, работать надо. Как ни крути, лунки подмерзли. Будем рядом новые ставить. Жесть, блин. Уху-ху. Ребята, не видать ни хрена. Ух. Ё-моё. Очень небольшая, нормальная щука. Малышка, братан. Килограмм будет, наверное, точно. Даже больше, да? Можно так не делать? Знаешь, что сейчас неохота? Да. Вот видишь, свеженького захавал. Ну ладно. Тут как работает? Не знаю, ребят, как видно, как
слышно, камеру все залепило снегом. Ну, мы сделали сплошную работу, все поменяли, ребята. Новые лунки просверлили, потому что промерзли. И вот только хотели собираться домой, ребята, и вот красотка такая попалась. Полторашка, наверное. Блин, хорошая щука здесь, конечно, клюет. Вот. Просто ураган, ребят, ничего не видать. Жесть, погода. Все уже убрали. Хотели идти на базу, и вот, пожалуйста, смотрю, загар свежий. А так все поменяли, ребят. Жерлицы уносит, улетают, блин. Охренеть погода. Снежная. Ну вот. 2 штучки, ребят, тащим на базу. Дневные щуки. Так, где у нас свежие, брат? Вот эти, да? Так, это 2300. Нет, 2500. 2500. 2520. Давай, смотрим. Вот так потихоньку, друзья, ковыряем. Завешиваем, что? Блин, ну щука вся хорошая. Погнали. Да замучил ты. Ты всегда угадываешь. Все, что? С тобой бесполезно, я понял. Сколько, братан? Килошечка, наверное. Кило 400. Не сбросил. Даже больше потянуло. Толстенькая. Кило 660. Видал, да? Угу. Вся хорошая, ребят, щука. Вот это вот крайние дни вот у нас все. Это вот первые дни. Так у нас разминка была. Ну, блин, жалко, вот клыкастого нету. А вот эти-то вообще машки хорошие. Хе-хе. Красота. Сегодня, братик, у нас за вкусняшка. Бургеры, ребята. Да, да. Паш, как мутит бургеры. Быстрый перекус будет. Как я говорил, сегодня баня у нас. Вот сейчас до баньки сделаем бургеры. Все, вернулись, все развесили, сушиться. За бортом, конечно, да, ребят, погода, не погода. Уже что творится. Банька топится, дым идет, да, срубы. Хорошо. Кайф. Потрубились немножко. Отдыхаем. Сегодня уже не пойдем на лед в Сибане. Будем карты играть. Крещение сегодня. Вот наша палаточка. Еле видна, блин. Кушать, в общем, есть что, брат. Мы вообще хотели с тобой еще рыбу поесть. Ну, что-то не до рыбки похоже. Совсем уютно. Слушай, забыл перчить чуть-чуть. Может, котлет нормально. Совсем отдыхиваться еще. Слушай, скажу, как называется этот бургер. Вот придется матом забрать. Нельзя? У меня слюни текут уже. Нельзя, братан? Матом ругаться. Можно один раз? Бургер называется «Разорви». Понял, что, да? Ну да. Ой, ребята, вкусненько, да. Сейчас будем кушать. Здесь разводится, считаешь?
скакал один. Да, ну, Ну вот. он будет сочный. Сочный, Ты зараза. заценишь. Там котлетка обалденная. Покажу сейчас баню, ребята. Иду подложить. Попросили нас подложить. Вот такая тут банька. О. Ну тут тоже как беседка получается. Сидеть можно. Все уже готово. Вот. Такой предбанничек с Пашкой. Сейчас будем здесь балдеть. Пиво взяли немножко. Паша ребра жарит. Не ребра, а, короче, курочку там поджаривает. Телевизор тоже смотрю, Wi-Fi телевизор здесь везде, походу, есть. Вот такие картинки. Вот. Ну и помывочная. Ух. Бойлер, ребята. Туалет даже есть. Не знаю, не запотела. Запотела, наверное. Вот тут горячая вода. Ну и там парная. Вот такая, ребят. Будем греться. Вода кипит. Вон даже, смотрите, есть какая штука, ребят. Можно залезть, побалдеть там. И вот душ есть. Ну, короче, все по фэншую, что тут говорить, ребят. Москва все-таки. Ну, не Москва, но Тверская область, но все-таки это база. Вот тут будем балдеть, ребятки. Такие дела. Помыто, проверено. Вот так вот, ребятки. Так и рыбачим. Так и рыбачим, да. Хорошая рыбалка, комфортная. Как завтракают чемпионы для победы в поединке. Я выпиваю черный чай с 5-6 твоё. ложками сахара. Или что столицей оружейников Тула стала не один век назад, В 1712 году Тула стала еще и центром производства оружейных шедевров. а зрители канала «Арсенал» знают. Ништяк, ништяк. Банька огонь, ребята. Сейчас снег полетим. Крещение раз пропускаю. Блин, жалко, конечно. Думал, здесь будет купель какая-то, но нет. Фига. Ладно, что пилить, сами же не будем. В снежочек нырнем, в принципе. Как-то так. Хорошо. После таких рыбалочек, после походов потеешь все равно. Баня прям выручает. Я у себя баню уважаю тоже. С крещением, ребятки. Аккуратненько, надо не заболеть, потому что ехать домой еще.
сидит, смотрит, ребята. Да не слышат, тут так и есть. Это красавчик такой, смотри, хоть посмотрел бы на него. Смотри, смотри, что делает. Аж терется, братан. Какой из них? Аж лупится, блин. Ага, морда, да. Смотри, смотри, что делает, видал? Есть хочет, может. На, держи, родной. Заходи, только не заходи сюда, ладно? На, кс-кс-кс. Кс-кс. Только не хапни меня. Опа. И сразу ход пистолетом пошел. Они тут очень собак гоняют. Моего задрали. Да понятно, братан, тут такие коты дерзкие. Жу. Мой от них, знаешь, как пюлей получал. Сам пес, да, я тебе говорю. Сейчас, смотрите, покушает и опять вернется. Ну, колбаса-то вкусная, блин, нифига себе, дорогая. Ему тут хорошо. Сейчас вернется. Посмотрим. Вторую этот дали уже. Смотрите, прет. Реально прет. Ну ты, братишка, это ты обнаглевший, конечно. Что, опять пришел? Да вон, смотри, братан, аж лбом бьется в окно. Капец. Пушистый такой, красивый. Ну все, наверное, хватит тебе, что. Потом живца соберу, тебе со льда принесу. Все. У нас там много валяется. Катя, Катя, Катя. Ну все, нормально.